Турецкий завтрак – это праздник живота. В Турции завтрак занимает особое место. Название каватлы – завтрак происходит от словосочетания каве – атлы – под кофе, что означает еда, предшествующая кофе. Но этот завтрак более похож на наш обед. В этом и есть его прекрасность. Собраться всей семьей в воскресный день за прекрасным столом, что может быть лучше? Нас в Стамбуле в семье Мехмета Кьязым Зорлу встретили очень тепло. Говоря о завтраке в Турции, следует отметить, что это вдобавок хороший повод собраться вместе с семьей, друзьями, гостями, по-семейному провести время и пообщаться. Наверное, интересуетесь, что будет на дастархане завтрака. Вкуснейшие и свежайшие овощи – огурцы, помидоры, перец, рукка, зелень, а самое главное – овощи со вкусом и запахом овощей. Сыр – это национальная гордость, сыр – это лучший друг, это обязательный элемент завтрака, поэтому сыр тоже занимает свое коронное место на турецком столе, а на завтраке – особенное. Оливки. Турки считают свои оливки самыми-самыми лучшими. Черные, зеленые, крупные, мелкие, соленые и не очень, фаршированные, без косточек, в различных маринадах, со специями и без добавок. Мед. Мед в Турции бывает не только цветочный, но и хвойный, который обладает отличным ароматом и вкусом. Ну и самое почетнейшее место в турецком завтраке занимает чай. Чай здесь заваривают особым способом в специальном двойном чайнике. В нижнем, большем по размеру, кипятят воду, а в верхней, меньшей по размеру, засыпают заварку. Когда вода в нижнем чайнике закипит, часть кипятка заливают в верхний чайник заваркой. Чая здесь пьют много, и 3-5 стаканов за завтраком – обычное дело. Турецкий чайный стеклянный стаканчик грушевидной формы позволяет видеть степень крепости чая и его волшебный цвет. В Азербайджане тоже чай пьют с грушевидного стаканчика. Ну а хлеба за завтраком едят много. Ведь именно с хлебом едят все то бесчисленное множество блюд, которое подается на завтрак. А еще турецкая хозяйка вряд ли забудет поставить на стол еще одно турецкое национальное достояние – натуральный йогурт.
В йогурт иногда добавляют запеченные, мелко порезанные или жареные баклажаны. Также на завтрак подается кавурма – маленькие обжаренные кусочки баранины. Но здесь вместо баранины нас угостили специальными домашними колбасками из фирмы общества Йорюк туркменов. Организатор наших мероприятий и съемки в Турции, почетный президент Юсуф Эзель, рассказал об особенностях мясных изделий, которые уже в достаточной мере нашел своих клиентов в обществе. О турецком завтраке можно говорить очень долго, и у каждого, кто знаком с этой турецкой традицией, наверняка найдется, что добавить от себя. И рассказ его, вероятно, будет украшен восторгом. Ведь здесь, в каждом доме или ресторане, делается все возможное, чтобы члены семьи или гости были сыты и довольны.